Страна гор и вина, самобытной культуры и кулинарных изысков. Страна передовых реформ и первой цветной революции. Каким был путь европейской интеграции Грузии и не свернула ли страна с выбранного курса? Грузия провозгласила независимость от СССР 9 апреля 1991 года. Спустя ровно 2 года после трагических событий в Тбилиси, когда в результате силового разгона антисоветской демонстрации погибли по меньшей мере 19 протестующих. В Грузии есть такая история протеста, то есть это была страна, в которую тот же Сталин не приезжал, потому что его прогнали отсюда после оккупации. Внутри она никогда не соглашалась с этим режимом. Я, например, могу бесконечно говорить про своего дедушку, который дома преподавал альтернативные уроки истории. Это было почти в каждой семье, где рассказывали, что такое советская оккупация, что такое Россия и как ее политика на нас повлияла. 27 мая 1991-го в стране прошли первые президентские выборы, победу на которых одержал писатель-диссидент, лидер национального движения конца 80-х Звиат Гамсахурдия. Президентом стал Гамсахурдия со своими очень жесткими националистическими лозунгами и его сторонники, и начался хаос. В Абхазии, бывшей Южной Осетии кровопролитие произошло. Правда, пребывание Гамсахурдии у власти оказалось недолгим. Уже в декабре того же года на фоне экономического коллапса и горячей стадии незатихающих с конца 80-х конфликтов в Абхазии и Южной Осетии в стране начался военный переворот, который перерос в гражданскую войну. Гамсахурдия бежал из страны в Чечню и вернулся для продолжения вооруженной борьбы спустя 2 года. Вскоре первый президент Грузии погиб при невыясненных обстоятельствах. То ли убийством, то ли самоубийством. До сегодняшнего дня окончательно еще точка в этом деле не поставлена. Захватившие власть в стране военные мятежники пригласили управлять Грузией последнего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. Шеварднадзе возвращается в Грузию в 1992 году, где-то в марте месяце, по-моему, это было 20 или 22 марта. И вот с тех пор, где-то 11 лет, он руководил Грузией. Сначала, значит, у него была такая странная должность председатель парламента-глава государства. Ну а потом, после конституционных изменений, была учреждена должность президента страны. Он стал президентом Грузии. После 1989 года Грузия потеряла 75% своей экономики в результате гражданской войны. Ситуация, в которой находилось население, сейчас это кажется как дикостью, но не было газа, не было света. Люди просили и желали о том, чтобы в Грузии было 3-4 часа электроэнергия была в течение дня. О газе даже многие не мечтали. Не было ни дорог, не было никакой перспективы. Более несколько сотен тысяч беженцев из Абхазии, Южной Осетии. И гражданская война, которая подогревалась Россией, по крайней мере, оружие поставлялось точно из России. Грузия действительно получила очень катастрофические результаты от развала СССР. Грузию всегда было принято считать лучшей страной в СССР, самой богатой, самой прекрасной и так далее. Но после развала она стала самой бедной, самой разграбленной. Я уехал работать послом в Украину в 1994 году.
И к тому времени у Грузии еще не было своих собственных паспортов. Поэтому я уехал в Украину с паспортом уже несуществующей страны, СССР, которым был штамп, что владелец этого паспорта является послом Грузии в Украине. И только в 1995 году, значит, мы напечатали собственные паспорта. И вообще 1995 год был успешным годом, потому что правительство Шеварднадзе провело ряд очень серьезных реформ. Вначале, не имея никакой власти, хаос, анархия, вооруженные группировки, и каким-то чудом удалось как-то это все успокоить и начать реформы. И Грузия доминировала, по оценкам Всемирного банка и так далее, как чемпион по рыночным реформам, по реформам демократии. Шеварднадзе удалось заморозить военные конфликты на территории страны и начать реформы. Однако кризис 98-го больно ударил по грузинской экономике. Не была решена и главная проблема – тотальная коррупция. Эпоха, так скажем, позднего Шеварднадзе отличалась уже очень глубоким увязанием в коррупции, в бедность, полный развал, значит, всякой способности управления государством и обществом. Я вернулся из Киева заместителем министра иностранных дел в 1998 году. У меня зарплата была 150 лари. Ну и тогда это надо делить на 1,3. Грузия была погрязшей в коррупции неконтролируемой территорией. Власть не была в состоянии обеспечить порядок в стране. Мы все помним ситуацию в Аджарии. Регион фактически был в прямом владении его лидера Абашидзе, и центральная власть потеряла над ним всякий контроль. Коррупция достигла колоссальных масштабов. Казна была пуста, зарплаты и пенсии не выдавались месяцами, а то и годами. У нас не существовало инфраструктуры в самом прямом смысле этого слова. Перспективы выйти из столь плачевного положения не было, и молодежь воспринимала свою страну как болото. Каждый человек только мечтал о том, чтобы получить такое положение, где можно на взятки зарабатывать и на это жить. Страны вообще фактически не существовало, и каждый за себя, любой чиновник, это как бы жил на то, что вот как левые заработки у них. Погрязшая в коррупции страна подошла к парламентским выборам 2003 года в состоянии экономического и политического кризиса. Я голосовал за будущее Грузии. Возможно фальсификация, и, возможно, власти просто провалят выборы. Основным соперником правящего блока президента Шеварднадзе «За новую Грузию» стало объединенное народное движение Михаила Саакашвили, молодого реформатора и некогда соратника Шеварднадзе. На выборы Саакашвили шел в прочной связке с бывшими спикерами парламента Нино Буржанадзе и Зурабом Жвания. Все эти политические деятели, которые в конечном итоге потом оформились в национальное движение и так далее, это, в общем-то, было молодое крыло шеварднадзевской правящей партии, значит, Союз граждан Грузии, которые потом вышли, так скажем, в оппозицию. Официальные результаты выборов 2 ноября говорили о победе сил, поддерживающих Шеварднадзе. Оппозиция и международные наблюдатели заявляли о многочисленных фальсификациях. У поддерживаемого Кремлем Шеварднадзе поняли – элегантной победы не будет. Победителя выявит улица. Уже практически все понимали, что так дальше жить нельзя. Шеварднадзе отошел от реальности по разным причинам, в том числе возраст, тяжелая болезнь жизни. И вот тут лозунг, что дайте молодых реформаторов во главе с Михаилом Саакашвили, дайте нам голоса, дайте мы реформы и так далее. Акции оппозиции не прекращались 3 недели. В руках у участников протеста розы, как отсылка к строкам Гамсахурдии. Мы будем бросать в них цветы и цветами победим их.
22 ноября, в первый день работы нового парламента, митингующие во главе Саакашвили прорвались в зал заседаний. В этот момент там как раз выступал Шеварднадзе. Прикрывая пока еще действующего президента с автоматами, Шеварднадзе эвакуировали охранники. Саакашвили мигом допил оставленный вторым президентом стакан грузинского чая. Революция РОС победила. Совершенно бескровная, абсолютная бескровная революция. И, так сказать, Шеварднадзе никто не тронул пальцами, все продолжилось. Это было событие, в котором принимало участие большинство граждан Грузии. Это было прощание с Советским Союзом, это было прощание со старым строем, которым всем надоел, это было прощание с нищетой, бесперспективностью и какой-то шаг в очень хорошее будущее. 23 ноября, в день Святого Георгия, покровителя Грузии, Шеварднадзе объявил о своей отставке. В ожидании новых выборов страну возглавила Бурджанадзе, но уже в январе Саакашвили занял пост президента. Поддержка молодого реформатора была колоссальной. В январе за его кандидатуру на пост президента проголосовали свыше 96% избирателей. А спустя 3 месяца Единое национальное движение Саакашвили получило абсолютное большинство мест в парламенте. К власти пришли молодые реформаторы, президент Саакашвили, премьер-министр Зураб Жвания, который, кстати, сыграл очень серьезную, важную роль и значительную в развитии постреволюционной Грузии. К сожалению, долго он не работал, он трагически погиб. И председатель парламента Нино Бурджанадзе. И с этого периода начинается новый этап развития Грузии. И опять с 2003 по 2007 год вот этот период можно считать самыми успешными в развитии Грузии после того, как она восстановила свою независимость. Это были годы очень серьезных радикальных реформ, успешного экономического роста. Главное, можно сказать про Саакашвили, это человек большого масштаба. Были ли у него ошибки? Конечно, были. Много. Но история, она ведь все-таки судит по результатам, по конечному результату. Что можно сказать вкратце, in a nutshell, как говорят на английском, про Саакашвили? Он сделал из failed state, то есть несостоявшегося государства, европейское. В том, что в Кремле были просто в шоке от того, что происходит у их границ и, скажем так, на их заднем дворе, как они до сих пор пытаются Грузию представлять и считают во всех своих официальных документах и заявлениях. С приходом к власти Саакашвили в Грузии началась новая эпоха. Эпоха успехов и ошибок, реформ и новых вызовов. Выбор бывшей Советской Республикой западного вектора развития не мог остаться незамеченным в Кремле. И на пути первых шагов молодой демократии стал кирзовый сапог российского солдата. Период очень таких быстрых изменений, скорых изменений, и многие люди от этого пострадали. Он просто рубил с плеча, делал так, как нужно сегодня, здесь и сейчас. В силу своего характера он наломал и много дров. Он самый масштабный грузинский политик в истории этой страны. Началась такая элитарная коррупция, которой не было даже при Шеварднадзе. И во главе оказался сам Саакашвили и его сообщники уже. Погибли ребята. Это была серьезная трагедия, которая, радикальным образом, в общем, повлияла на Грузию. Мы потеряли территории, они были оккупированы Российской Федерацией.
молодые реформаторы во главе молодой демократии. После победы революции РОС команда Михаила Саакашвили получила от грузинского избирателя небывалый кредит доверия. Заручившись поддержкой парламентского большинства, третий президент Грузии не стал медлить. Стартовые позиции оптимизма не добавляли. Бюджет был на всю Грузию 500 миллионов, и ни о каком финансировании каких-либо проектов даже говорить нельзя было. Первым делом новые власти взялись за исполнение одного из главных лозунгов революции – борьбу с коррупцией. Вы можете написать на бумаге прекрасную реформу, вы можете подготовить ее, но если все съест коррупция, она все равно, эта реформа не будет осуществлена. Число министерств и ведомств было сокращено в 2 раза. При этом зарплата сотрудников, оставшихся при своих должностях, была существенно повышена. В течение 2 лет были уволены 75 из 85 тысяч сотрудников МВД, расформирована ГАИ. Новая патрульная полиция получила многократное повышение зарплат и новые участки со стеклянными стенами, как символ прозрачности новой системы. Патрульная полиция в том виде, в котором она была сформирована в 2004 году и сейчас работает на улицах Тбилиси, и она до сих пор является одним из самых таких успешных институтов, и доверие к ней у граждан Грузии довольно высокое. Реформы затронули и систему образования. Мы английский язык начали изучать с 1 класса, они учились по учебникам Великобритании английского языка. Они получали образование совсем другое. Они поступали в высшие учебные заведения благодаря своему уму и таланту, а не благодаря коррупции. Кстати, система поступления в высшие учебные заведения в Грузии была, наверное, одна из самых коррумпированных. Был такой пример, что за 2 года до поступления уже продавали все места в медицинский университет. То есть за 2 года уже все места были проданы. Был введен единый экзамен, внедрялись передовые методики обучения, школы и университеты получили значительные возможности самоуправления. Финансировать реформы и нововведения помогала либерализация экономики. Упразднялись многочисленные налоги и сборы, что помогло привлечь иностранные инвестиции и вывести из тени местный бизнес. За несколько лет Грузия переместилась на 120 позиций вверх в рейтинге легкости ведения бизнеса. Была очень серьезная налоговая реформа. Радикально были сокращены количество налогов, их ставки. Например, когда я был министром финансов, мы социальный налог сократили с 33 до 20%, а потом совершенно его упразднили. Пришлось, правда, несколько человек серьезно оштрафовать или посадить. В первые же 3 месяца мы собрали 1,5 раза больше налогов, чем собирали при более высоких ставках до реформ. С 4 миллиардов ВВП возросло до 16 миллиардов долларов, то есть в 4 раза. Почему бюджет в 12 раз больше? Потому что фактически мы вывели тогда всю экономику из тени. Потому что до реформы, до 2003 года практически 70% грузинской экономики было в тени, а вот к концу 2011-2012 года, наверное, этот показатель был на уровне 10-15%, что, в принципе, вполне сопоставимо со среднеевропейскими показателями. Однако путь реформирования розами устлан не был. Новые правила игры готовы были принимать далеко не все. Люди привыкли к массовой коррупции и определенным устоям. Не было понятия социальной ответственности. Борьба с коррупцией, как и борьба с криминалом, не могла быть гладкой. Теоретически, население должно было негативно относиться к криминалу и коррупции, но как только это затрагивало их семьи, теория переставала работать, и процесс становился очень болезненным. В такой маленькой стране, как Грузия, законы и его исполнения коснулись каждого, либо самого человека, либо его родственника, либо друга семьи или соседа.
Штрафы и тюрьма стали той ценой, которую граждане вынуждены были платить за нарушение закона, что, естественно, вызывало в обществе реакцию, и не всегда положительную. Реакция на ситуацию усиливалась по мере того, как падала популярность партии. Но многие люди просто пострадали, потому что они, так сказать, не смогли найти себя вот в этой новой реальности. Многие части, скажем, интеллигенции, там старые профессора, которые не стали жертвой университетской реформы, скажем, и много там бывших полицейских, которые полностью были вычищены из органов и так далее. При этом, конечно же, эти реформы были очень болезненными, и Саакашвили, он не считался с масштабом этой болезненности, масштабом того протеста, который шел от очень традиционного, очень разленившегося и грузинского общества. Он просто рубил с плеча, делал так, как нужно. Это принесло ему моментально очень много критиков, большую оппозицию и, конечно же, большое число недовольных внутри страны. Не говоря уже о том, что в Кремле были просто в шоке от того, что происходит у их границ и, скажем так, на их заднем дворе, как они до сих пор пытаются Грузию представлять и считают во всех своих официальных документах и заявлениях. Михаил Саакашвили и его правительство постоянно требовали от общества работать практически на максимуме ожиданий. Это очень тяжело. Со временем же недовольство в обществе стал вызывать не столько радикализм внедрения реформ, сколько особенности их применения. Часть команды Саакашвили ушла в оппозицию. О прежней всенародной поддержке третий президент теперь мог лишь мечтать. Очень сильно страдала свобода слова, очень сильно страдали права человека основные. Саакашвили, несмотря на его прозападность, несмотря на то, что он действительно политик с большой буквы, который проводил эти реформы, проводил их достаточно эффективно вместе со своей командой, Саакашвили не смог удержаться от искушения превратиться в такого регионального авторитария. За неимением демократии были подавлены другие оппозиционные движения. Телевидение страдало, конечно. Парламент был практически однопартийным. Там была оппозиция, но она как бы была полуоппозицией. Суд страдал. Несмотря на это, в ходе президентских и парламентских выборов 2008 года Саакашвили и его единому национальному движению удалось сохранить лидирующие позиции. Во внешней политике Саакашвили твердо придерживался западного вектора. Страна начала реформировать вооруженные силы по образцу НАТО и стала стратегическим партнером Альянса. Во время референдума, который проводили вместе с президентскими выборами, идею вступления в НАТО поддержали более 75% населения. Команда Саакашвили придала новый уровень задекларированному еще при Шеварднадзе стремлению Грузии к интеграции с Европейским Союзом. Однако на пути в Европу перед Грузией стали российские войска. Gruzja w całym kraju ogłosiła stan wojenny. Ciągły ostrzał przerażonych boją się o swoich mężów i braci, którzy ruszyli na wojnę. Власть прозападника Саакашвили в Москве посчитали угрозой. Долгое время действия новых грузинских властей сопровождались лишь экономическими ограничениями. Так был запрещен ввоз в Россию грузинского вина и минеральной воды. И информационными атаками российских СМИ. Но в начале 2008 года Кремль перешел к активным действиям. Надавить было решено на давнюю болевую точку – тлеющие конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Там начали массово выдавать российские паспорта. Участились обстрелы грузинских поселений на территориях подконтрольных непризнанным республикам.
К августу 2008-го ситуация накалилась. Управляемые из Кремля власти самопровозглашенной Южной Осетии начали обстрелы территорий, подконтрольных официальному Тбилиси. Саакашвили призвал власти непризнанной республики прекратить огонь, а своим войскам приказал не реагировать на провокации. Оставьте наш огонь! 7 августа в Южную Осетию через Рокский тоннель Россия вела танковые войска, пехоту и артиллерию. Был я у своего зама Дато на дне рождения. Мы вообще не видели никакой угрозы. И тут мне приходит сообщение, что тревога номер 1. А это означает, считай, что вы уже на поле боя. Такая ситуация. Как и обычно, подразделения получили свои боевые районы. Основной нашей задачей была оборона. А после обороны, если позволяла ситуация, мы могли переходить к наступлению. То есть наступательная операция, как таковая, запланирована не было. Я 17 лет прослужил в вооруженных силах, и всегда нашей приоритетной задачей было изучение и обработка оборонительных операций. Опасаясь обвинений в нерешительности по защите территории страны в ситуации массированных обстрелов со стороны Южной Осетии, 8 августа Саакашвили отдает войскам приказ выступать на Цхинвал. Грузинские подразделения атакуют город артиллерией. Туда заходит пехота. Военный ответ Грузии – как раз то, чего в Кремле и ожидали. Дмитрий Медведев, формально занявший вместо Владимира Путина кресло президента России, заявляет о начале так называемой операции по принуждению к миру, а по сути открытого военного вторжения в Грузию. Имеющие преимущество в живой силе и вооружении российские войска отбрасывают армию Грузии из Цхинвала и идут в наступление. Одновременно со стороны Абхазии россияне занимают порт Поти и окраины города Зугдиди. 11 августа российские оккупационные войска занимают город Гори. Их танки стоят менее чем в 70 километрах от Тбилиси. В тот момент прифронтовой город посещал Саакашвили. Михаил Саакашвили не уехал из Грузии, ему предлагал тогда Саркози уехать как можно быстрее, который выступал посредником. Страны Евросоюза пытались выступать посредниками в урегулировании конфликта. Европейские лидеры направляются в Тбилиси и Москву в качестве переговорщиков. США заявляют о поддержке Грузии и высылают в регион дополнительные силы. В Грузию вошел флот. Флагман флота зашел уже в течение 4 дней в акваторию Батуми. Геркулесы своими телами закрыли аэропорты, а их сопровождающие истребители закрыли небо Грузии. Поэтому Россия уже не могла бомбить Грузию, как она бомбила годами, бомбит Украину. 12 августа стороны подписывают мирный план, предложенный президентом Франции Николя Саркози. За 5 дней конфликта грузинская армия потеряла несколько сотен человек убитыми. Российские и грузинские войска были отведены на места постоянной дислокации. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Пятидневная война нанесла серьезнейший удар по позициям Михаила Саакашвили. К усталости от радикальных реформ и своеволия новых элит добавились опасения о безопасности государства. Акции оппозиции становились все многочисленней. И то, что винят государство, мол, в 2008-м оно убило наших солдат, мирных людей, то я еще раз повторю, это война, и ты должен защищать свое государство кровью. Ты знаешь, что твой сосед – тиран, и из новейшей истории мы знаем, что не было момента, года, когда Россия не покушалась на нашу территорию, не затрагивала нашу независимость, язык, веру. Когда ты имеешь такого соседа, то что поделать? Да, мы должны приносить себя в жертву ради борьбы.
и будем приносить. Слава душам этих парней. Точкой отсчета можно назвать 2008 год, войну. Безусловно, и до этого в обществе было определенное недовольство, но оно нивелировалось за счет грандиозных успехов, поэтому массового протеста не наблюдалось. Существовал некий баланс. Однако война и последующая оккупация части страны России были восприняты как неудача. Второй срок правления Саакашвили лишь начинался. Однако на горизонте политического поля уже виднелась новая сила. Вот это все создало атмосферу, когда мог вырваться из этого всего, но взорвать всю эту ситуацию мог только очень сильная сила могла. Маниакальная, как Иванишвили. Планы в команде Саакашвили были повторить так называемый путинский трюк и пересесть в кресло премьер-министра. Впервые в истории Грузии он передал мирным путем правление. Это никогда не происходило в Грузии. Это произошло в первый и пока единственный раз. Второй президентский срок Саакашвили проходил в атмосфере постоянного внутриполитического противостояния. И сам президент, и правящая партия «Единое национальное движение» стремительно теряли поддержку среди населения. Весной 2009-го оппозиция заявляет о проведении бессрочной акции с требованием отставки Саакашвили. Среди лидеров протеста бывшая соратница третьего президента по революции РОС Нино Буржанадзе. В октябре 2010-го Саакашвили инициирует изменения в основной закон. По ним значительно возрастает роль парламента и главы правительства, а будущему президенту остаются фактически представительские функции. Оппозиция увидела в этом политическую хитрость, ведь Саакашвили, согласно Конституции, уже не имел права переизбираться на третий срок. Основная часть изменений начинала действовать лишь после следующих выборов парламента и президента. Планы в команде Саакашвили были повторить так называемый путинский трюк и пересесть в кресло премьер-министра. Об этом говорили много, готовились изменения в Конституцию. Но именно из-за того, что команда состояла из действительно прозападных политиков, для которых было неприемлемо это все, отговорили Саакашвили, в том числе отговорили западные партнеры. В ходе майских акций с требованием отставки Саакашвили в 2011 году в столкновениях полиции и протестующих погибли 2 человека. Десятки получили ранения. Зимой того же года у оппозиции появился новый неожиданный лидер. В 2010 году на выборах в местное самоуправление оппозиция проиграла даже тогда уже непопулярной власти. Ни у тех, ни у других не было значимой легитимности. На этом пустом политическом пространстве в 2011 году появился Иванишвили с крупными финансовыми ресурсами и мощной информационной поддержкой из России. Люди, находившиеся в растерянности, поверили ему. Вернувшийся в страну олигарх Бедзина Иванишвили, сделавший состояние в России на металлургии и банковской деятельности, заявляет о политических амбициях и создает движение «Грузинская мечта», которое спустя полгода становится партией. Потом уже в 2011 году он начал выводить этот бизнес из России. Некоторые его части, и Россия ему позволила вывести несколько миллиардов. Как вы сами понимаете, вывести из России такие деньги невозможно без одобрения и разрешения первых лиц государства. Когда он создал свою партию, мы уже тогда говорили о том, что это чисто российский проект.
человек, который по своей сути и призванию не политик, не государственный деятель, а типичный российский олигарх. И, к сожалению, это изменило ход событий в Грузии. То, что Иванишвили был, так сказать, buried, спящим агентом России, ну, это было же ясно. Который проснулся, когда ему сказали, когда было время наиболее подходящее. Вот эту почву создавало и правительство Саакашвили. Включительно меня. Парламентским выборам 2012 года грузинская мечта приходит в качестве главного оппонента единого национального движения Саакашвили. К новому центру силы присоединяются и другие оппозиционные движения и политики. У Иванишвили есть деньги для политической борьбы и простая, понятная обывателю риторика. Мне кажется, что, может быть, сейчас уже кто-то читает программу партии. Но, например, при Иванишвили никакой программы не существовало. В смысле, в 2012-м. И тогда грузинская мечта открыто говорила, что мы никакой программы вам не предоставляем, потому что мы просто хотим вас избавить от диктатуры Саакашвили. И люди, собственно, за это и голосовали. Европа и НАТО. Наша стратегия. Европа и НАТО. То есть они достаточно успешно себя представили как партия, которая сможет как-то балансировать отношения между Западом и Россией, в отличие от Саакашвили, который был слишком, скажем, прозападным с их точки зрения. И по их версии именно эта слишком прозападная политика привела к войне. Единственным позитивом было то, что у него было много денег, а, к сожалению, в постсоветском обществе это часто воспринимается как преимущество. И вот здесь, я думаю, очень плохую роль в этом плане сыграли, и они несут тяжелую политическую и историческую ответственность за это. Те политические партии, деятели демократического и прозападного толка, из которых Бидзина Иванишвили тогда скомпоновал эту большую коалицию. Избирательную кампанию 2012 года в парламент впоследствии назовут самой грязной в истории Грузии. За подкуп избирателей Иванишвили получает штраф в $50 миллионов. Представители оппозиции, в свою очередь, обвиняют единое национальное движение в использовании административного ресурса. Согласно опросам, за месяц до выборов партия Саакашвили опережает грузинскую мечту примерно на 10%. Но видео пыток и издевательств над заключенными в голданской тюрьме, опубликованное в оппозиционных СМИ за несколько недель до выборов, производит эффект разорвавшейся бомбы и кардинально меняет расклад сил. Саакашвили признает факты нарушений в пенитенциарной системе и снимает с должностей ответственных чиновников. Как выяснится позже, некоторые ролики были постановочными и переданы представителям оппозиции за вознаграждение. Саакашвили обвиняет грузинскую мечту в операции по дискредитации власти. 1 октября, в день голосования, в одном из сел Кахетии находят тело пропавшей днем ранее 10-месячной девочки. Местные активисты грузинской мечты обвиняют в убийстве активистов партии Саакашвили, которые якобы угрожали родным жертвы из-за их политической позиции. Даже спустя 10 лет полиция так и не установит причастных к преступлению. Поэтому эти выборы 2012 года были использованы как спецоперация. Была даже смерть ребенка, которого пытались спрятать, выдав это за похищение. Ребенка спрятали в сосуде, в котором не знали, что была вода, он захлебнулся. Это были ужасные истории. Это делалось для того, чтобы дискредитировать власть. Был тюремный скандал, который, кстати, после этого те же самые люди повторяли в Литве, пытались повторить во время выборов. Это было первым достижением российской пропаганды. Потом она стала уже, так сказать, достоянием всего мира. В результате голосования 1 октября 2012 года грузинская мечта получает 85 из 150 мест в парламенте. У ЕНД 65 кресел. Саакашвили признает поражение. В 2012 году грузинское общество вышло на голосование не за Иванишвили, а против Саакашвили. И это очень важно учитывать, когда мы говорим о том, как сменилась власть в Грузии. И я помню, что после выборов октября 2012 года Саакашвили выступил с обращением, где заявил, что он проиграл выборы.
он уходит в оппозицию, и что теперь он оппозиционный президент. Для Грузии это была революционная речь. Бедзина Иванишвили становится премьер-министром. Спустя год на президентских выборах побеждает представитель грузинской мечты Георгий Маргвелашвили. Вскоре Михаил Саакашвили покидает страну. Грузинская мечта получает полноту власти в стране. Иванишвили хоть и покидает пост премьера, заявляя о своем уходе из политики, но продолжает играть ключевую роль во всех решениях властей страны. Ни одно серьезное решение не принимается без господина Иванишвили. Это совершенно понятно. И это, кстати, никем не отрицается и всеми признается, и грузинской мечтой в том числе. Иванишвили буквально освободил из тюрьмы со статусом политзаключенных российскую агентуру, которая была задержана здесь. Зато были арестованы, посажены в тюрьмы те, представители грузинских спецподразделений, которые проводили специальные операции на территории сепаратистских регионов и так далее, которые в свое время занимались ликвидацией диверсионных групп, засланных из России. В Кремле приход грузинской мечты к власти восприняли сдержанно. Дипломатические отношения, разорванные в 2008 году после войны, не восстановили. Однако Москва вернула доступ на свой рынок для грузинского вина и минеральной воды. Первые годы у власти грузинская мечта продолжает путь реформ Саакашвили. Правда, более мягкими методами. И мне кажется, это секрет вообще его правления, что он сильно не задевает массового избирателя, массу. Договаривается в духе мафиози с какими-то большими бизнесами. Там они что-то делят, там они что-то перераспределяют и работают дальше. Летом 2014-го страна подписывает соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Начинаются переговоры о безвизе с ЕС. Первые 4 года коалиции «Грузинская мечта» были действительно прогрессивные прозападные силы, которые хотели свергнуть Саакашвили, но это не значит, что они хотели бы или видели бы Грузию на российской орбите. Но очень скоро Иванишвили определился со своими приоритетами и начал постепенно избавляться от этих людей. Так коалицию покинули республиканцы и другие прогрессивные либеральные силы. На парламентских выборах в 2016 году правящая партия еще более укрепляет свои позиции. В марте 2017-го граждане Грузии получают право безвизовых поездок в ЕС. В октябре того же года стремление в единую Европу находит свое отражение в новой редакции Конституции страны. Интеграция с Европейским Союзом – это высший приоритет для Грузии. Это цель, которая была закреплена в Конституции с 2018 года. И именно правительство грузинской мечты внесло эту поправку в Конституцию. Это совершенно выдающееся достижение. Правительство грузинской мечты сделало Грузию ассоциированным партнером Европейского Союза, подписало соглашение о свободной торговле, достигло безвизового выезда. Была проделана огромная работа. Одновременно с евроинтеграционными процессами грузинская мечта продолжает так называемую политику нераздражения Москвы. Шаги на сближение с Москвой, среди прочего, негативно сказываются на отношениях правящей партии и ставленника президента Маргвелашвили. Все эти годы Иванишвили и его команда продвигают идею о том, что Саакашвили не смог спасти Грузию от войны. Мало того, он сам напросился. Зачем он вообще лез к Путину и так далее и тому подобное. И вот эта игра на страхе войны, она срабатывает. Согласно новой редакции основного закона, выборы президента 2018 года становятся последними прямыми. В них побеждает Саломе Зурабишвили. Формально независимый кандидат получает поддержку от грузинской мечты. Однако, как и ранее Маргвелашвили, впоследствии ее позиции с курсом правящей партии расходятся. Заигрывание грузинской мечты с режимом Путина в Кремле вызывают все большее раздражение в обществе.
В июне 2019-го в стране разгораются массовые протесты. Поводом стал визит в страну российской делегации во главе с депутатом Госдумы Гавриловым, которому позволили провести заседание в зале парламента Грузии в кресле спикера. Акции протеста были жестко подавлены. Среди 200 пострадавших 30 журналистов, ставших целенаправленной мишенью силовиков. Мирные протестующие, эти фантастические люди, которые вышли за свободу, были ранены. Некоторые потеряли зрение. Это поставило под вопрос наш свободный выбор. Мне было 17 лет, когда я впервые пошла на митинг. И этот момент стал поворотным в моей жизни. Внезапно мне пришлось выйти из подросткового возраста и осознать, что мне не нравится страна, в которой я живу, и что я хочу сделать ее лучше. Несмотря на заявление о приоритете европейской интеграции, крен грузинской мечты в сторону России становился все более заметным. Теряя поддержку среди избирателей, мечта переходит к зачистке политического поля. Арестован вернувшийся в страну Саакашвили. Бывшего президента обвиняют в превышении власти и должностных преступлениях. Его команда заявляет о политической расправе. В тюрьме Саакашвили объявляет голодовку. Его состояние здоровья ухудшается. Украина! Украина! Раздражение в обществе вызывает и позиция грузинской мечты по поводу российской агрессии против Украины. Когда началась эта полномасштабная война в Украине, и вся Грузия сопереживала Украине и продолжает сопереживать, и когда вся Грузия, вспоминая вот этот весь свой багаж отношений с Россией, у всех вот это все пробудилось, и мы тут все плакали чуть ли не каждый день, и 24 часа смотрели новости из Украины, что там происходит, и вдруг представитель нашего государства говорит, что это нас не касается, что мы должны быть мудрее, что мы вообще не знаем, кто там виноват. И вообще через несколько месяцев он заявил, что это НАТО инспирировало войну в Украине. И просто люди здесь почувствовали себя униженными. Просто было стыдно за то, что наше правительство говорит то, чего мы не чувствуем. Украина! К тюремному заключению приговорен и медиа-менеджер, и один из лидеров оппозиции Ника Гварамия. Выйти на свободу он смог лишь после помилования от президента Зурабишвили. В начале 2023 года в парламенте начинается рассмотрение закона о прозрачности иностранного влияния. Оппозиция, эксперты и европейские структуры называют его калькой с российского закона об инагентах. В стране разгораются протесты, после которых закон отзывают. Закон направлен на то, чтобы уничтожить неправительственный сектор в Грузии, который является одним из серьезных гарантов элементарных демократических свобод и прав человека. В декабре того же года Грузия официально становится кандидатом на вступление в ЕС. В апреле 24-го грузинская мечта возвращается к рассмотрению закона об иностранном влиянии и принимает его, преодолев вето президента. Единственная цель этого законодательства – создать среду прозрачности для граждан Грузии. Но, к сожалению, да, это было подвергнуто критике, и возникло много проблем, особенно на пути европейской интеграции. Но я абсолютно уверена, что когда все посмотрят на причины принятия этого закона, на его цели, я действительно абсолютно уверена, что все встанет на свои места. Столько человек, сколько было, например, на площади Европы, в старом Тбилиси. Тбилиси никогда не было на акциях. По расчетам говорят, что было около 300 тысяч человек. Что они не учли, это было то, что на улице вместе с оппозицией вышли сотни тысяч молодых людей. Это люди, которые не хотят жить с Россией. Они видят
а в России смерть, разрушение. Площадь Руставели полностью пропитана кровью до и после 9 апреля 1989 года. Я не хочу, чтобы моя младшая сестра была частью этого. Я не хочу, чтобы великие грузины, которые вложили свою душу и труд в развитие этой страны, просто исчезли без следа. Очередную инициативу грузинской мечты тепло приняли в Кремле. А вот Евросоюз фактически приостановил процесс интеграции Грузии. По мере приближения даты парламентских выборов 2024 года уровень противостояния и поляризации в грузинском обществе лишь нарастает. А если грузинская мечта каким-то образом умудрится сохранить власть? Будут протесты и, возможно, даже какой-то революционный исход. Люди, которые тут стояли, готовы защищать свою свободу. Мы их закончим. 27 октября Грузия будет другой страной. Мы достаточно уверены, потому что общественная поддержка грузинской мечты довольно высокая. Того, чего очень сильно хочет грузинская мечта, не произойдет. То есть мы не станем частью России.